Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня». Мы пригласили вас сегодня поговорить о Ираке. В Ираке сформировано новое правительство, не до конца, правда, еще есть несколько вакантных мест, но премьер принес присягу, и, в принципе, работа правительства началась. Перед ним стоят большие задачи, грандиозные, я бы сказал. Иракцы возлагают надежды на то, что оптимизм выражает на то, что правительству удастся сдвинуть все ворох проблем с мертвой точки. И мы как раз и хотим поговорить о этих проблемах, о задачах, о ситуации в стране. Значит, я вам представлю участников нашего круглого стола. Это эксперт Высшей школы экономики Григорий Валерьевич Лукьянов, координатор ближневосточных программ Российского совета по международным делам Руслан Шакирович Мамедов, представитель Компартии Ирака в Москве Хасан Надауи и президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий Шамильевич Набиев. Мы предоставим первое слово нашему иракскому гостю, и он нам, значит, расскажет о ситуации в стране и ответит на один из, может быть, главных, если не главных, то очень интересных вопросов о причинах и целях альянса между движением Муктады Садр и Компартией Ирака. Некоторые средства массовой информации назвали этот альянс невероятным, вот, и были другие похожие эпитеты. Вот нам господин Надауи и объяснит, в чем причина, ради чего, собственно, блокировалась Компартия с Муктадой Садром. Пожалуйста, господин Надауи. Благодарю пресс-клуб «Восток» за приглашение принять участие в этой пресс-конференции для того, чтобы рассказать о ситуации в Ираке после формирования нового правительства и как процесс формирования проходил вообще. В действительности здесь много вопросов, и я считаю, что нельзя, конечно, ответить на все эти вопросы в ходе сегодняшней пресс-конференции, но я надеюсь, что смогу прояснить ситуацию по одному важному вопросу, а именно создание коалиции с движением Сайрун. Действительно, это не было традиционным актом в течение встреч, которые проходили между нами и с Ируном. Я имею в виду с нашей стороны, со стороны Компартии, со стороны Муктада Садры. Действительно, эта коалиция была вызвана потребностями ситуации, особенно связанными с событиями 2015 года. Конечно, сначала блок Муктада Садри не участвовал в протестах, но тогда, конечно, протесты были направлены против коррупции и против нерешенных социальных проблем. И сейчас можно сказать, что вот эти протесты массовые, которые проходили в июле, летом, дело в том, что была нехватка электроэнергии, по несколько часов электричество отключалось. 15 лет прошло с падения режима, и они каждый год нам обещают, что вот, мол, в этом году будет лучше, в следующем году еще лучше. И объясняют нам это нехваткой электроэнергии. Но вот такая ситуация привела к тому, что в Багдаде и в других городах возникли протесты. Но вначале коалиция Садри участвовала и выдвигала лозунги, которые отвечают потребностям народных масс. Действие в том, что
эта коалиция Садри, конечно, была популистской. Она была рассчитана на бедные слои населения, на сельских жителей. Поэтому они, естественно, отвечали положительно на те протесты, которые проходили, но это затем привело к тому, что мы нащупали почву для взаимопонимания, то есть коммунисты с блоком Садри, учитывая, что скоро будут проходить выборы, и вот это прошлое исламское движение сначала считало в прошлом, что нельзя входить в коалицию с коммунистами, потому что коммунисты, они считаются безбожниками, и поэтому с ними просто невозможно никаким образом объединяться. Но вот этот фактор в то же самое время, я имею в виду Муктада Садр и его движение, создали новую партию. Сейчас не помню, как она называлась, и во главе с Хасаном Аль-Акули исходили встречи, и в результате была достигнута договоренность о создании коалиции между движением Садра и коммунистической партией. Мы вступили в выборы впервые в истории Ирака. Мы видели, что вот наши силы претендуют на 54 места в парламенте, в то время как другие силы и коалиции, естественно, не добирали голосов. Так что хотел блок Са-Ирун? Я не говорю, что там были какие-то конкретные задачи поставлены и решены, но вот в начале, в соответствии с особенностями того момента, естественно, они выступали на стороне тех людей, которые протестовали против нехватки электроэнергии, например, и вообще далее требования расширялись, и они уже стали сводиться к требованиям борьбы более решительной с коррупцией. И естественно, важно также уделять внимание борьбе с терроризмом. Ну и вот таким образом эти проблемы перешли как бы с предвыборных проблем, стали более, так сказать, массовыми, охватили уже более внушительное число своих сторонников, и мы были на первом месте, в то время как, например, блок во главе с Нури Малики был вообще на 4-м месте. И как все-таки будет формироваться правительство? У нас же ведь парламентская система. Естественно, любое правительство, которое формируется, оно должно состоять из победителей победивших партий на парламентских выборах. Кто будет премьер-министром? Конечно, есть определенные красные линии в отношении некоторых деятелей. Но дело в том, что эти события, естественно, влияли на политическую картину в Ираке. И особенно, например, движение шиитов по главе с Систани. Но нужно сказать, что Муктада Садр очень большое влияние имел среди бедного населения. И силы Аль-Хашда Шаби, так называемой народной мобилизации, также имели большое влияние, но они проиранские силы, и это не было ни для кого секретом. Кто такой Адель Абдель-Махди, то есть нынешний премьер-министр? Это один из крупных землевладельцев, или точнее из 7 крупных землевладельцев. Это политический деятель. Он занимал различные позиции, он работал и в партии Бааси, отражал их взгляды, марксистские взгляды, и, наконец, исламскую философские. Он создал Высший исламский совет. Это хорошо. И в конце он ушел в отставку из этого исламского совета.
Но дело в том, что Муктада Садр, например, выдвинул такой лозунг: те люди, которые уже имеют опыт, нет смысла их проверять, если у них такой опыт. Но действительно эти политические деятели имели большой опыт нахождения во властных структурах. И здесь Адель Абдель-Махди был как бы исключением из этого принципа. Дело в том, что у шиитов не было такого единого согласованного кандидата. Муктада Садр, естественно, возражал, он был против такого подхода, и здесь была видна рука Ирана в этом. И многие стороны как бы опасаются вот этих сил Аль-Хашд Аш-Шаби, проиранских сил. Адель Абдель-Махди, чтобы было понятно вам всем, в 2018 году в мае написал статью в одной из газет и сказал в этой статье, да, многие говорят о том, что я возглавлю это правительство сейчас, если мне не изменяет память, эта статья называется «Прошу меня извинить и не могу выполнить это поручение». 23 мая я благодарю вас, но условия пока не созрели. Так вот называлась эта статья. Я прошу извинить меня, но я не смогу участвовать в этой конкуренции, конкурентной борьбе, и я могу много потерять, и дальше я не смогу обеспечить себе поддержку должную. Когда он стал премьер-министром, еще тогда, вернее, он знал те проблемы, с которыми он столкнется. Но он согласился на участие и формирование этого правительства после того, как три вышеупомянутых силы были согласны с этим. Конечно, принцип конфессионального разделения как бы полномочий был отвергнут. Сейчас, можно сказать, в настоящее время действительно есть попытки как-то торпедировать создание и формирование нового правительства. Саирун, этот блок, дал полную свободу премьер-министру в формировании этого правительства. Но мы как бы не в курсе того, кого предлагают. Другие говорят, хорошо, мы согласны, но давайте сделаем это путем голосования. Например, вот он назначил министром культуры человека, который к культуре вообще никакого отношения не имеет. Например, министр внутренних дел – это одна из сложных проблем вообще у нас. Сейчас можно сказать, что министр внутренних дел, он обладает большими полномочиями, чем сам премьер-министр, потому что под его началом сосредоточено чуть ли не 1 миллион человек. Он решает проблемы на границах с Ираном и другими странами. Что касается Муктада Садра и его блок Саирун, подтвердили, что вот эти министерства должны находиться в руках технократов, в надежных руках. И все силы должны быть согласны. И вот эти шиитские силы, которые являются проиранскими силами, они отвергли такой подход и пытались протащить своего кандидата на пост министра внутренних дел. И в результате эти люди пришли к Муктада Садру для того, чтобы договориться с ним о кандидатуре министра внутренних дел. Теперь министр обороны – это действительно очень важный также пост. И здесь тоже имеется в виду определенная
религиозная подоплека этого процесса. Дело в том, что многие блоки также разделены по этому вопросу, они не согласны с теми кандидатурами, которые предлагаются. Некоторые из них являются прозападными, и они прислушиваются, естественно, к тому, что говорят западные страны. Я прежде всего имею в виду суннитов, но они выступают за то, чтобы определенные люди заняли посты министров, заместителей министров, начальников департамента. Но это неправильный подход. Давайте исходить из того, что мы являемся все представителями одной страны. Махмуд Машхадани, один из известных суннитов, прозападных элементов, 4 или 5 лет он был спикером парламента во времена Аль-Малики, который был премьер-министром. Я не могу ничего говорить о нем с точки зрения его популярности, но я могу сказать, что ему принадлежат такие слова, как «мы должны объединиться все». Саирун, естественно, обеспечивал большинство тому или иному блоку людей, которые выражали определенную позицию по кандидатурам министров. Но сейчас очень важно отметить то, что мы все должны объединиться задачей построения нового Ирака. Но сейчас возникла новая проблема. Это курдская проблема. Наши друзья, коллеги, курды, с которыми вместе мы свергали предыдущую власть, сейчас возникла еще одна проблема. Сейчас они говорят, что мы можем получить от Ирака. И, естественно, все это приводит к осложнениям в процессе формирования правительства. Мы хотим формировать то правительство, которое отвечало бы насущным интересам и потребностям иракских граждан, тем, чтобы они обеспечивали все необходимое для нормальной жизни иракских граждан. Мы же вместе боролись против терроризма. Естественно, нужно очень много потратить на восстановление нашей разрушенной экономики. Естественно, слабое правительство не сможет это сделать, особенно если оно будет полностью зависеть от парламента или от других каких-то сил, которые пытаются навязать свое мнение. Сейчас мы занимаем такую позицию, которую можно охарактеризовать как то, что мы частично приняли принцип этой конфессионального раздела или принцип конфессиональной пропорции, его можно так назвать. Сейчас можно сказать, как проходило, например, голосование или обсуждение. 14 человек, например, выступало за что-то, 14 возражало, но я затянул немножко, спасибо. Товарища Хасана, что проблема огромная, и вопрос остается, сумеет ли правительство новое справиться с этими задачами. Давайте послушаем следующих наших выступающих. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Ну, было очень много тем поднято, на самом деле. И все это, на самом деле, говорит о том, что в целом развитие Ирака, оно, видимо, претерпевает какие-то изменения, но сохраняется в тех же рамках, которые были обозначены с 2003 года, после того, как свергли Саддама Хусейна. И вот, собственно, с тех пор многое зависело от такой системы, очень известной на Ближнем Востоке и продолжающейся быть актуальной, как, так сказать, квартирование мест, да, мухасаса, когда у вас места распределяются в соответствии с той или иной этноконфессиональной принадлежностью. Несмотря на то, что еще до выборов было понятно, до выборов этого года еще было понятно, что
будут многие эксплуатировать идею, так сказать, секуляризации в обществе, потому что общество, в принципе, назревало к этому. Да? У нас Ирак – это страна, в которой около 60% населения – это молодежь, ей до 25 лет, и нужно было как-то пытаться привлечь их голоса. Так вот, вот как доктор Надовый ранее обозначил, действительно получилась очень интересная коалиция, значит, садристов, да, это движение Муктада ас-Садра, традиционно популярного в Ираке, на протяжении долгих-долгих лет. Когда американцы туда входили, он выступал против них. Но потом его привлекли в политический процесс, и поэтому ему удалось закрепиться как, так сказать, иракскому патриоту. Он эксплуатировал эту идею всячески. И, собственно, вот он вступил в коалицию с Иракской коммунистической партией. Идея интересная, да, вот было сказано, это была Хатт аль-Ахмар, да, до определенного времени, когда у вас там, значит, Иракская коммунистическая партия в принципе почти никуда не проходила, не допускалась. Но оно было и понятно, потому что после 2003 года любые светские силы оказались, ну, скажем так, в очень и очень непростом положении. Они не попадали в парламент вообще. В парламенте находились в основном силы типа Высшего исламского совета Ирака или там, ну да, это семьи Аль-Хаким, семьи Садров, семьи, ну вот всех вот этих вот религиозных деятелей. А в конечном счете, когда нужно было решать конкретную проблему, все обращались всегда к высшему духовному деятелю Ирака, аятолля Али ас-Систани. В принципе, ничего не поменялось и в этом году, но есть был такой серьезный запрос в обществе на секуляризацию, и именно поэтому, наверное, Муктада ас-Садр и его команда, и когда мы говорим об его команде, в первую очередь говорим о его племяннике Ахмаде ас-Садре, который получал образование в Бейруте, он гораздо моложе, он собирал людей вокруг себя, и они пытались искать коалиции со светскими силами для того, чтобы вот перенять на себя некую вот эту вот идеи светскости, и в том числе идеи технократизма, которую многие приписывают, там, не знаю, Муктада ас-Садре. Вот есть мнение, что это чисто идея коммунистов. Но на деле она витала в воздухе, и просто кто успел ее правильно взять и использовать, тот, собственно, и потом получил большее количество голосов на выборах, чем все остальные. В этом плане мы можем говорить о том, что действительно, возможно, некие демократические механизмы в Ираке в какой-то степени заработали. Вот, притом очень долго, со временем, через 15 лет после свержения Саддама Хусейна. Сегодня мы получаем интересную такую разбалансировку, я бы сказал, политических сил. До выборов стало ясно, что происходило разделение не только на этноконфессиональные группы, но и внутри этих этноконфессиональных групп. Во многом вот это разделение внутри этноконфессиональных групп позволило выйти и изменить политический ландшафт в Ираке. Бывшая правящая коалиция «Правовое государство», да, Даулят аль-Канун, оно оказалось в кризисе, особенно после 2014 года. И из нее, можно так сказать, вышло два разных течения, два разных направления, которые пытались оба перенимать не те идеи, которые раньше они озвучивали в риторике, да, то есть это в основном исламские, а немножко другие. И те, и другие пытались говорить о неком коалиционном правительстве с возможным доступом технократов. По крайней мере, об этом заявлял не раз бывший премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади, который свой пост оставил. Так вот, после выборов стало ясно, что эта коалиция оказалась в кризисе, она разделилась на две ключевые политические силы. Первая из них была Наср, да, это коалиция Победы во главе с бывшим премьер-министром Хайдаром аль-Абади. Вторая была, и он привлекал тоже и суннитское население на свою сторону, он очень много выиграл в Мосуле, в основном за счет того, что бывший министр обороны Ирака, очень популярный деятель в самой стране Халид аль-Убейди, принес ему огромное количество голосов суннитов, просто будучи из очень уважаемого клана в этой стране. Тем не менее, это не позволило коалиции Наср поднять столько голосов, сколько они собирались, но вот это позволило другим политическим силам занять то пустующее пространство, которое оставляло после себя коалиция «Правовое государство». И в первую очередь, конечно, это была коалиция Саирун. Коалиция Саирун, значит, это движение вперед,
которая вот состояла из коммунистов и садристов. При этом они не получили большинства. Им все равно пришлось договариваться с остальными политическими силами. Я думаю, что вот это вот главная задача, которую у них не получилось сделать. В этом смысле следующей политической силой, которая получила большинство голосов, была коалиция ФАТХ. ФАТХ или завоевание, да, на русский язык, если переводить. Коалиция завоевания во главе с Адель Амери, да, с остальными политическими деятелями, которые в основном считаются близкими к Ирану, они оказались достаточно серьезными для того, чтобы с ними считались, но недостаточно мощными для того, чтобы самим определять всю повестку дня в политическом процессе в Ираке. И это мы сейчас наблюдаем при формировании правительства. Я вот подхожу как раз к этому. Несмотря на... надо сказать, что первым легитимным после вот этого цикла электорального, первым легитимным крупный политический пост занял спикер парламента новый, да, Мухаммад Аль-Хальбуси. Это суннит, то есть суннит заменил суннита, да, то есть как бы здесь понятно, иракская вот мухассаса, она предполагает, что президент страны – это представитель курдского населения, да, значит, спикер парламента – это, как правило, представитель суннитского населения, и представитель правительства, по сути дела, ключевой человек во всей политической системе, должен быть из шиитов. Так вот, первым в начале сентября свой пост занял спикер парламента Мухаммад Аль-Хальбуси, и после этого, то есть это была тоже, опять-таки, это была игра между всеми политическими силами, он оказался удобной фигурой. Было интересно, потому что это было модно, молодежно, Аль-Хальбуси достаточно молодой политик, достаточно... Он был известен тем, что он и технократ в некоторой степени, он занимал позицию до того главы провинции, губернатором провинции Анбар, очень тяжелая провинция суннитская. И вот буквально там он побыл там год или два, значит, губернатором правительства, потом его перевели обратно в парламент, он там в парламенте до того возглавлял и комитет по финансам, то есть он был в курсе того, как... То есть в некоторой степени можно его обозначить как технократа, но он достаточно в этом плане молод и, естественно, был такой фигурой, я бы сказал, фигурой компромиссной. Так вот, эта компромиссная фигура оказалась нужна, необходима. Общество поняло, что есть какое-то все-таки изменение, что не старый человек, который всем известен уже, пришел во главе. Да? То есть он был просто первым. Это много кому понравилось. Следующим по Конституции должен был назначаться президент страны. Президент страны был в итоге избран парламентом. Очень долго парламент не собирался, но в итоге, когда смогли собрать парламент, президента все-таки выбрали. И до последнего была ужасная просто интрига на тему того, кто же им станет, потому что новый президент Бархам Салах, очень известный, в самых разных кругах аналитических, академических, он очень популярен, он пользуется большим уважением в академических кругах. Бархам Салих раньше занимал пост заместителя председателя правительства Ирака, и он же выходец из Патриотического союза Курдистана, да, то есть из сил ПСК. ПСК традиционно занимала позицию, пост президента считалось в Ираке, да, то есть негласно принадлежал в основном Патриотическому союзу Курдистану. Но в этот раз неожиданность была в том, что Демократическая партия Курдистана выдвинула своего представителя на президентство. Обычно они все договаривались. Здесь до последнего всем пришлось решать уже в федеральном центре, в Багдаде, кто же будет, да, то есть кто же будет президентом. Так вот, Демократическая партия Курдистана потом отыгралась, но на тот момент она представила своего кандидата Фуада Хусейна, главу аппарата Масуда Барзани, президента Ирака, из ДПК. Так вот, они потом отыгрались, я скажу, как это потом вышло в правительство, очень интересно, недавно произошло, месяц назад буквально. Так вот, мы получаем нового спикера парламента, мы получаем нового интересного тоже президента Ирака, и все политические силы не только в Ираке, но и вне поддерживают его, потому что они известны американцам. Как вы знаете, американцы продолжают сохранять серьезное влияние в этой стране. Они удобны иранцам, которые тоже продолжают иметь влияние в этой стране. И вот с третьей фигурой тоже были долгие договоренности, но в итоге на них вышли, и Адель Абдель-Махди занимает этот пост. Это было ясно за, наверное, недели две уже стали говорить о том, что он займет этот пост, потому что он тоже фигура такая интересная достаточно. Вот ранее доктор
доктор Хасан уже рассказал о том, что вот он уходил от идей баасистских, от идей коммунистических до исламистских, да, то есть и пришел вот к тому, к чему пришел. Видимо, человек с очень интересным политическим видением, я бы сказал так, стратегическим. И он занимает этот пост, но дальше начинаются проблемы, потому что каждый пост каждого министра – это большая и серьезная, трудная работа для всех. Из того, что… я бы хотел обозначить буквально вот несколько министров, да, и как у них проходило, да, и немножко заканчивать. У меня есть минуты-две, наверное? Да, конечно. Так вот, среди тех, кто есть сейчас, я бы хотел обозначить, наверное, нам нового министра иностранных дел. Он важен для России. Почему? Потому что с российской стороны межправкомиссию занимает министр иностранных дел Ирака. С иракской стороны. С российской стороны его занимает вице-премьер, значит, Юрий Борисов. Раньше это был Рогозин. Так вот, министр иностранных дел Ирака, новый человек, это Мухаммад Аль-Хаким. Он, если мы просматриваем его биографию, мы видим, что в этом плане связи с Россией никаких. Это будет новый человек для нас, мы будем с ним работать, но в общем и целом это человек, который был всегда ближе к Соединенным Штатам Америки. Это не мешает современному Ираку иметь отношения с Россией, потому что это выгодно для них по абсолютно разным причинам. Так вот, его можно назвать в некоторой степени, если мы хотели государство технократов, так, правительство технократов, вот вам первый технократ. Ну, он в системе МИД очень давно и как бы вот работал, всем известен. Следующим министром, которого я бы хотел обозначить, это, конечно, министр финансов. Почему? Потому что министром финансов стал Фуад Хусейн, о котором мы уже говорили. То есть человек, который претендовал на президентство от Курдской демократической партии, он возглавил, собственно, Министерство финансов. Это важный пост, потому что, по сути дела, так или иначе, всем приходится согласовывать свои расходы вот, на самые разные темы с министром финансов. И у курдов сейчас появляется такой, я бы сказал, leverage, да, то есть некая возможность быть в курсе всех финансовых перераспределений. Это было и раньше, то есть Хашияр Забари занимал этот пост, да, то есть у курдов это было и раньше, но вот до 2014 года, например, была одна из проблем, почему у нас, до 2012 года, одна из проблем, почему у нас, я просто поясню, в чем тут суть, одна из проблем была в том, что в этой стране, и потом появился ИГИЛ, что суннитские там силы продолжали дискредитировать вот в Ираке. Пост министра финансов до 2012 года возглавлял суннитский представитель, который был потом премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики, по сути дела, изгнан не только как бы с правительства, но вообще в целом с территории Ирака, ему пришлось через Курдистан потом улетать. Так вот, то есть на него выдали арест. Но суть в том, что он мешал Аль-Малики проводить политику так, как хотелось премьер-министру. И у каждого министра финансов есть эта возможность. Так вот курды занимают очень важный пост. Министерство финансов дальше, значит, то есть Фуад Хусейн, не просто курд, а Фуад Хусейн, действительно профессионал, титан. Да, титан, я бы сказал, иракской политики, не только иракский. Да, он, как во главе аппарата Масуда Барзани, он очень известен вне страны. Значит, следующий пост, конечно, я бы обозначил, это Министерство нефти, Самир Аль-Гадбан. Тоже, если мы хотим говорить о технократах, технократ, он служил в этом Министерстве нефти давно, еще во времена при Саддаме Хусейне. Он вернулся потом после 2003 года, был в системе. То есть он занимался тоже политикой, переходил из разных политических сил в другие. Но вот сегодня тоже как бы фигура в некоторой степени удобная, и на нем будет очень многое завязываться, потому что Министерство нефти – это всегда традиционно важно для Ирака, особенно в контексте постконфликтного восстановления, в контексте восстановления городов, таких как Мосул и так далее, то есть деньги будут перераспределяться. Значит, буквально еще 3 министерства, которые я бы отметил, если у меня… И, может быть, мы оставим время для вопросов? Да, можно, да, спасибо. Вот буквально последний момент, но, значит, я просто суммирую все.
Технократы, они в некоторой степени в правительстве есть, но это все продолжает зависеть от того, как политические силы договариваются. И в этом плане у нас продолжает оставаться, как уже обозначили, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, как ключевые два министерства, о которых до сих пор спорят. И я думаю, на вопросах я попробую, может быть, раскрыть все личности Фалиха Аль-Фаяда и его важности для иракской политики чуть позже, поскольку его хотят и прочат на Министерство внутренних дел, и на нем очень много завязывается. Вот спасибо, как-то так пока что. Спасибо. Григорий Валерьевич, здесь много говорилось предыдущими выступающими о конфессиональном и влиянии религиозных партий, но в Ираке есть и внешние силы, которые влияют на внутреннюю политику. В частности, это Иран и Соединенные Штаты. Может быть, вы в своем выступлении этот вопрос тоже затронете? Я к нему подойду, но мне, честно говоря, Руслан Шакирович и доктор Надавы, они решили за меня много проблем, достаточно подробно осветив. Я всегда в этом отношении с большим уважением отношусь к тому, как Руслан Шакирович подробно разбирает иракскую политику изнутри. Но поэтому я переворачиваю 2 страницы из своих заготовок, потому что они уже не нужны. Но я бы хотел сказать так, что вот все те моменты, которые проговаривались, они, наверное, натыкаются на следующий этап. И вопрос, который нужно задать далее, это о том, а какие функции стоят перед этим правительством, и как вот эти самые расколы, которые так точно обозначили мои коллеги, как внутри правительства, так в парламенте, так и внутри основных политических партий и альянсов, скажутся на способности правительства быть эффективным инструментом государства в реализации общегосударственных задач, общегосударственной политики. И здесь я бы выделил 4 основных направления, которые в определенной степени касаются не только Ирака, иракского народа, но и, в общем-то, его соседей, что делает эту проблему важной для нас в контексте понимания ситуации в регионе Ближнего Востока в целом и системы межгосударственных отношений на Ближнем Востоке в целом. Первая, на мой взгляд, задача, которая стоит перед этим правительством, это не столько безопасность, которая стояла перед правительством Хади долгое время, а проблема экономики. И здесь те первые шаги, которые уже делает правительство, даже в тот момент, когда значительная часть его членов еще не была назначена, они связаны в первую очередь с экономикой и внешнеэкономическим взаимодействием. Здесь ключевой задачей является привлечение иностранных ресурсов для восстановления разрушенных войной территорий Ирака. Здесь уже много проблем касательно не только того, как привлечь инвестиции, как создать инвестиционно привлекательный климат, но и также это проблема, как эти ресурсы эффективно распределить. Уже сейчас на фоне встреч, которые делают первые, собственно, уже упомянутый министр энергетики, в первую очередь министр нефти и министр промышленности, проводит первые встречи с своими зарубежными коллегами в конце октября, начале ноября, в том числе с министром нефти Саудовской Аравии, как страной крайне важной сегодня для Ирака, для этого правительства в частности. Мы видим уже о том, что привлечение ресурсов вызывает еще один закономерный спор. А как они будут распределяться? Наиболее пострадали одни районы, а считают себя наиболее важными для экономики, для экономического развития другие районы. В частности, Басра, которая в наименьшей степени была задета войной против исламского государства, с другой стороны, закономерно указывает на то, что на ее территории находятся главные морские ворота Ирака, и, следовательно, распределение ресурсов должно в первую очередь идти на нужды вот этого самого экономически развитого региона. Он сможет тянуть за собой и всю остальную страну также. Но с другой стороны, сегодня остро стоит вопрос восстановления Мосола, того же самого. Восстановления других территорий в провинции Анбар, Ниневии, которые, в общем-то, подверглись серьезному разрушению. И здесь перед правительством стоит важнейшая задача выполнения своих социальных обязательств перед населением, которое участвовало в выборах парламентских, голосовало за партии. И сколько бы мы ни говорили о правительстве технократов, партии, отвечающие перед своим электоратом, заинтересованные в том, чтобы сохранить его поддержку,
будут вмешиваться в деятельность правительства любого, в том числе правительства технократов, с целью обеспечить выполнение своих предвыборных обещаний, дабы не потерять свою партийную поддержку. В этих условиях привлечение инвестиций, привлечение сотрудничества в первую очередь нас указывает на то, что новое правительство должно выстраивать отношения с Саудовской Аравией и государствами залива. Это начал делать Муктада ас-Садр, который с самого начала своей предвыборной кампании, еще до объявления о создании альянсов, до объявления об участии в выборах, начал выстраивать отношения с Саудовской Аравией. Начал совершать визиты и начал разрушать созданный вокруг него образ проиранского, шиитского фундаменталиста и выстраивать себе новый образ иракского националиста. И вот этот вот образ, его важно сохранить в составе нового правительства Ирака, а не правительство одной конфессии, да, шиитской конфессии. Поскольку Иран наравне с Турцией и Катаром на сегодняшний день в краткосрочной, среднесрочной перспективе, на мой взгляд, являются наименее возможными инвесторами, способными нарастить свою инвестиционную активность внутри Ирака. Куда больше ресурсов сейчас в обозримой перспективе Ирак может и хочет привлечь со стороны других стран залива, в первую очередь Саудовской Аравии и Эмиратов, а во вторую очередь немаловажный игрок, региональный игрок, который ярко декларирует примат экономических интересов над политическими, это Китайская Народная Республика. Ее ресурсы также Ирак хочет и может привлечь как для развития экономической инфраструктуры, начиная от порта Басры и заканчивая системой железнодорожного и автодорожного сообщения внутри Ирака, и заканчивая, соответственно, той самой нефтяной сферой, добычей и экспортом, куда китайский капитал с большим удовольствием придет и где начнет работать. Никуда не денется в этом отношении зависимость и желание привлечь средства Соединенных Штатов Америки, потому как по своим объемам, масштабам и технологической развитости эти инвестиции наиболее привлекательны. А не менее привлекательный Европейский Союз. Но здесь возникают проблемы политических условий для этих инвестиций. Ирак находится в более выгодном положении, чем некоторые его соседи, но определенная, даже не волатильность, а определенная тяжесть последствий сопротивления борьбы с исламским государством будет создавать до сих пор проблемы для развития инвестиционного сотрудничества с Европейским Союзом. Другие страны, которые могут инвестировать в Ирак, но, скорее всего, этого делать в обозримой перспективе не будут, это два региональных игрока, это Турция и Катар, которые не смогут в обозримой перспективе, на мой взгляд, конвертировать это в политическое влияние, а следовательно, инвестировать не будут. И конфликты, которые сохраняются в отношениях между Ираком и Турцией, они, на мой взгляд, будут продолжать оказывать влияние на вот эти отношения. С другой стороны, стремление выстроить отношения с Саудовской Аравии будет налагать обязательства по невыстраиванию определенных отношений с Катаром, что также приведет к вовлечению Ирака в региональную политику, от которой он усердно многие годы пытался отвернуться, ну и как бы минимизировать влияние региональных конфликтов на свою внутреннюю и внешнюю политику. Другой аспект экономической проблемы – это эффективное управление. Здесь правительству необходимо работать не только над выстраиванием отношений центра-региона, которые претерпели очень сильные испытания в период, в прошлом году, когда был, соответственно, референдум о независимости иракского Курдистана. Но также это испытание выстроить отношения между регионами, попытку, собственно, этот вопрос долгое время уходил на второй план, но, тем не менее, он назрел, потому что тот самый скелет иракского федерализма нужно наращивать на него мышцы, нужно наращивать на него мясо. И теперь, когда начался период постконфликтного, после игиловского восстановления, здесь, конечно, необходимо вот этим заниматься в первую очередь правительству. Ну и, конечно, задача, которая громко звучит и является предметом политических споров, начиная с 2011 года,
года, ну, собственно, вообще-то еще раньше. Это борьба с коррупцией и создание эффективной бюрократии для государства. Говоря о правительстве технократов на высшем уровне, мы не должны забывать о том, что иракский народ в первую очередь хочет себе эффективное чиновничество, эффективных бюрократов на низовом уровне. И вот эта задача куда более важная, чем правительство технократов, которое, на мой взгляд, правительством технократов никогда и не станет. Потому что эта идея, она витает достаточно давно. И когда приходил бывший премьер-министр Хади, он тоже говорил о том, что будет строить правительство технократов. Оно у него так или иначе не получилось. Что касается второго пункта, это внешняя политика. Здесь отношения с соседями, которые стоят на первом месте, на мой взгляд, будут стоять для нового правительства. Это та же самая Сирия, в которой определилась ясность, и Ираку необходимо выносить более яркие, четкие суждения по поводу происходящего в Сирии. Это второе отношение с региональными силами, и третье с глобальными игроками. Международные организации, как и ранее, будут, на мой взгляд, оставаться на периферии внешнеполитического влияния и внимания со стороны иракского правительства. В этом отношении главный вызов, когда закончилась активная фаза внутреннего конфликта с исламским государством, активный вызов, стоящий перед новым правительством, это выстроить активное участие в формировании региональной повестки и в решении региональных проблем. Ирак с его численностью населения, с его ресурсами, с его возможностями, несмотря на комплекс внутренних проблем, беспрецедентно пассивен во внешней политике был в последние годы. Сегодня, когда конфликт с Ираком, с исламским государством перешел в такую фазу добивания исламского государства, здесь Ираку необходимо заявить о своей внешней политике для того, чтобы сделать лучше свой как тот самый инвестиционный образ, так и, соответственно, представление о себе как о состоятельном субъекте международных отношений. Здесь Ираку необходимо куда, на мой взгляд, скооперировать свою политику в соответствии с соглашением сделки ОПЕК+1 по регулированию цен на нефть. Конечно, нефтяная конъюнктура сейчас идет на благо иракской экономики, но эти средства необходимо правильно распорядиться. И действуя вместе с ОПЕК и Россией по регулированию цен, Ирак только выиграет. В последние годы, как мы наблюдали, Ирак и Ливия, ссылаясь на то, что внутри продолжаются конфликты, полностью игнорировали эти соглашения и добывали и продавали столько нефти по такой цене, какая была нужна им. Главное – деньги, договоренности потом. Следующий вопрос, который требует иракского внимания – это сирийская проблема. И не менее важная – это проблема иранская, которая продолжает нагнетаться. Любое обсуждение силового варианта решения иранской проблемы не может не влиять на ситуацию в Ираке. Вероятность втягивания Ирака или отдельных его территорий в подобный конфликт крайне высока, если этот конфликт станет возможным. И это смертельно для Ирака, который еще одну войну, которая разорит уже теперь шиитские районы, территории той же самой Басру, станет непоправимым и поставит еще раз уже под большую угрозу существования иракского государства. Третья проблема – это проблема национальной идеи и политической культуры нового Ирака, которая долгое время списывалась на то, что есть иностранное военное присутствие в виде американских войск 2011 года, потом на необходимость борьбы с исламским государством, а теперь, соответственно, списывать не на что. Необходимо решать проблему того, что такое иракский национализм, какое влияние и место в нем имеет конфессиональное разнообразие, необходима грамотная национальная политика, территориальное единство и единство народное. Эти вещи должны между собой переплетаться. Должна повышаться роль в этом отношении образования, высшего образования и работы с молодежью, которая, как правильно сказал Руслан Шакирович, составляет более чем значительную часть населения, активно участвует в формировании альтернативных новых медиа, что не находит всегда ответа со стороны государства, а должно находить. В общем-то, и четвертая позиция, которой я, собственно, закончу, это безопасность. Здесь целый комплекс проблем, с которыми иракское правительство должно иметь дело. Ну, конечно, это архитектура безопасности. Победить иракского главного врага, исламское государство, удалось только с путем сочетания государственных институтов и негосударственных. И, собственно,
споры о фигуре министра обороны – это, в общем-то, споры о том, каким способом, кто будет решать эту проблему инкорпорации негосударственных формирований или же, соответственно, их расформирования или их превращения в политические какие-то образования окончательные для выстраивания новой архитектуры безопасности внутри страны. На мой взгляд, здесь пока серьезных достижений ждать не приходится, потому что наличие такого яркого исключения, как Пешмерга, в общем-то, никак ситуацию в целом не сдвинет. Что касается исламского государства, то это вопрос, в первую очередь, контроля над границей Сирии в настоящих реалиях. Борьба с ним продолжится, но его важность как медийного сюжета, как сюжета в сфере безопасности неуклонно будет сходить на нет. Что, собственно, но с другой стороны, будут выходить на первый план другие проблемы. Проблемы приграничных районов. Иран, да, соответственно, недавно в ответ на террористический акт внутри Ирана иранцы нанесли ракетные удары по сопредельным территориям. Это большая проблема, о которой нужно будет говорить. Это не проблема Ирана, это проблема согласованности действий между игроками. В отсутствии каналов связи будут проводиться такие односторонние действия. Не менее конфликтной, на мой взгляд, остается граница с Турцией. Здесь проблема деятельности РПК на сопредельной территории, на территории Ирака, будет всплывать и будет оставаться проблемным моментом в двухсторонних отношениях. Помимо приграничных районов с внешними государствами, с Ираном и Турцией, и Сирией, немало важно и наличие сохранения внутренних границ, по сути дела, между иракским Курдистаном и остальными территориями Ирака. Регулярный ввод в приграничные районы, в том же самом районе Киркука, войск регулярной армии, яркий пример того, что военные силы и насилие продолжают оставаться инструментом решения отношений между субъектами Иракской Федерации. И, что тоже немаловажно, еще одно направление, о котором редко у нас вспоминают, но тем не менее участие Ирака в политике в Персидском заливе. Те конфликты, которые сегодня развиваются в Персидском заливе между Катаром и его ближайшими соседями, в том числе между Ираном и монархиями залива, это мощнейший фактор дестабилизации, от которого Ирак опять же таки дистанцировался, но от которого зависит политическое и экономическое будущее процветания Ирака. Политика неучастия, политика игнорирования этих проблем, на мой взгляд, имеет свой лимит, свои границы до тех пор, пока ее можно использовать эффективно, а затем начинаются риски, начинаются издержки. Вот сейчас Ирак входит в период, когда появляются издержки, которые будут влиять и на политическое реноме нового правительства, и на его способность выполнять те самые экономические и социальные обязательства перед избравшим его народом. С точки зрения России, в этих условиях, конечно, необходимо продолжать, и в этом отношении новые выборы и сформирование правительства создают понимание того, что межпарламентские связи будут развиваться, межправительственные связи в условиях того, что сказал Руслан Шакирович о смене представителей что с российской стороны, что с иракской. Здесь есть определенные несостыковки, но надежда на то, что этот формат будет работать, она есть. В этом отношении приятно наблюдать на некоторые улучшения ситуации в сфере публичной политики, образования и науки. Контакты существуют, контакты на уровне экспертных институтов. Приятно будет наблюдать, если удастся развить ситуацию с образованием, то если иракская молодежь будет, собственно, учиться в России. Для этого возможности и, мне кажется, заинтересованность с российской стороны есть. Ну а безопасность на уровне Министерства обороны, конечно, Россия внимательно наблюдает за тем, кто станет новым министром обороны и как это можно будет использовать для достижения обоюдных целей. Это победа над ИГИЛ и международными террористическими организациями в регионе. Ну вот, собственно, и все. Извините за то, что занял столько времени. Юрий Шамильевич, Григорий Валерьевич уже затронул тему сохранения единства Ирака. Давайте остановимся на курдской проблеме, на отношениях между Эрбилем и Багдадом. Да, собственно, я это и хотел сделать. Для начала вот коллеги обозначили весь тот круг проблем, который сегодня стоит перед новым правительством Ирака, которая, к сожалению, пока до конца не сформирована. Основные там серьезные посты там министра внутренних дел, обороны, они еще не заполнены, эти вакансии. И надо сказать, что уже прошло
больше 6 месяцев после того, как в Ираке прошли выборы. И тут было обозначено коллегами вот весь тот круг проблем. Да? Это и в экономике, это и коррупция, это и проблемы Басры, Мосула, проблемы... Вот новое правительство должно какой-то баланс найти между там, Ираном и Соединенными Штатами. Баланс, премьер-министр, который сегодня он не имеет за собой, за спиной свою, так сказать, политическую силу, а он вынужден будет держать баланс между шиитскими фракциями, естественно, балансировать с суннитами, курдами и так далее. Проблема, значит, полной реализации Конституции Ирака тоже, так сказать, задача нового правительства. И надо сказать, что вот эти все проблемы, они с 2003 года, они со временем только усугубляются. И, естественно, одна из важных проблем – это проблема между Эрбилем и Багдадом. Я на ней немножко, может, больше остановлюсь. Это, чтобы понять, да, вот этот характер этих отношений, немножко, наверное, очень короткая историческая такая, ракурс я это сделаю. Значит, после каждых выборов при формировании правительства, вообще в целом у иракского общества, и в том числе и у курдов, появляются определенные надежды, что наконец-то там, вот как образно говорят, будет создан новый Ирак, демократический, федеральный и так далее. Но, к сожалению, вот на практике что-то не получается. Это не получается. Напомним, вот когда к власти пришел в 2005 году Малики, Нури Малики, который, кстати, курды его очень поддерживали, потому что считали, что он довольно близок, и вы знаете, что Нури Малики одно время даже, спасаясь от режима Аббас, жил в Эрбиле под, так сказать, безопасность ему обеспечивали курды. То, что произошло во время второго правления, значит, Малики, все вы знаете, он ограничил там бюджет региона, не то что ограничил, а полностью перестал платить из-за вот проблем споров по нефти и газу и так далее. В тот период, значит, между курдами и Малики был заключен договор, по-моему, из 19 пунктов. Это гарантировали американцы, США, выполнение этого договора, но он так и остался на бумаге, этот договор. То же самое произошло с Абади. Тоже были надежды, что там будет вот демократический, федеральный, там новый Ирак, но чем это все закончилось, мы все хорошо знаем. И вот сейчас, опять-таки, этот исторический цикл повторяется. К власти премьер-министром назначен Абдул-Махди. Кстати, Абдул-Махди, он довольно очень хороших отношениях, личных отношениях с Масудом Барзани, с лидером, влиятельным курдским лидером. И насколько вот я владею информацией, со стороны вот этого курдского лидера Масуда Барзани Абдул-Махди пользуется довольно такой значительной поддержкой. На данный момент. Но личные отношения, как мы видим вот в истории с Малики и Абади, они, в принципе, в таких ситуациях большую роль не всегда играют. Дело в том, что развитие ситуации, оно во многом зависело от того, как пройдут выборы в самом Курдистане. И, как вы знаете, 30 сентября в Курдистане прошли выборы, и на них убедительную победу одержала ведущая Демократическая партия Курдистана, которая завоевала 45 мандатов в 111 местном курдском парламенте. И, в принципе, если считать вот эти квотные места, там в парламенте Курдистана 11 мест выделено для представителей национальных религиозных меньшинств, то из этих 11 мест где-то минимум 9 представителей тоже поддерживают,
ДПК, это, в принципе, сторонники ДПК, плюс одно место завоевали курдские коммунисты, они тоже всегда очень в хороших отношениях с ДПК, и социал-демократическая партия Курдистана тоже одно место. То есть, чисто арифметически, там ДПК может самостоятельно сформировать правительство Курдистана, но вы здесь все присутствующие хорошо знаете внутреннюю ситуацию в Курдистане, фактически разделены на два региона, где в одном из них там, доминирует Патриотический союз Курдистана, там Горан движение и другие партии. Поэтому сейчас идут очень интенсивные консультации по формированию именно вот курдского правительства. Но тем не менее, вот те, значит, проблемы, которые со дня, так сказать, основания с 2003-2005 года между Эрбилем и Багдадом, они, вот эти проблемы, они есть. Я их просто напомню. Это вот статья 140, это спорные территории, да, Киркук, Шангал и так далее. Вот эти вопросы о спорных территориях, кстати, вот учитывая вот эти личные взаимоотношения Масуда Барзани с новым премьер-министром, Абдул-Махди заявил, что будет создан специальный комитет для решения этого вопроса. Закон о бюджете. Здесь было сказано, что министром финансов в новом правительстве Ирака назначен Фуад Хусейн. Но он не только министр финансов, он еще и пост вице-премьера занимает. Это довольно такая значительная административная позиция. И вот буквально вчера, как вы знаете, предыдущее правительство Абади, оно подготовило проект бюджета, где снизило долю курдистанского региона с 17% до 12% там, с хвостиком. Но вот вчера как раз министр финансов новый, он значит, предложил поднять эту долю до 14%. Это не конституционная цифра, но тем не менее там каждый процент, он, по-моему, стоит $1 миллиарда. Вопрос о Пешмерге. Да, вот вы знаете, были созданы отряды Хашда-Шаби. Они очень быстро, там был принят закон, и вот сейчас их приравняли даже зарплаты приравняли к зарплатам иракской армии официальной. А вот вопрос о Пешмерге, о его финансировании так и остается проблемой между Эрбилем и Багдадом. Ну, закон о нефти и газе. Тоже, значит, известная проблема между Эрбилем и Багдадом. Она уже долгое время тянется. И интересно отметить, что тоже вот с приходом нового премьер-министра, значит, было принято решение, вот нефть Киркука, которая вот после 16 октября, после того, как вошли иракская армия и Хашда-Шаби в Киркук, эта нефть танкерами перевозилась в Иран. Сейчас вот, видимо, еще и тут американское, так сказать, давление подействовало, будет переориентирована поставка нефти из Киркука по трубопроводу, который вот его называют курдистанским трубопроводом в Джейхан, турецкий порт Джейхан. И очень важный момент, тут тоже было отмечено коллегами, это чтобы, как вот коллега сказал, это чтобы иракский федерализм мясом оброс бы. И тут курды очень активно ставят вопрос о том, что была бы создана, наконец была бы создана, сформирована Верхняя палата, это Совет провинций, который бы мог бы тоже, значит, вот, играть значительную роль вот именно в плане федерализма, потому что вот на сегодняшний момент в реальности получается так, что все равно, что бы мы ни говорили о там, иракском национализме там, и так далее, то шииты за шиитов голосуют курды в основном, сунниты за суннитов. И в парламенте, поскольку арифметическое большинство шиитов, то мы имеем то, что имеем вот сегодня.
В заключение я хочу сказать, что по моей информации, которая, значит, исходит из моих бесед и разговоров с высшими руководителями Курдистана, курды на данный момент будут очень активно поддерживать правительством Абдул-Махди. И не только для решения значит, проблем между Эрбилем и значит, Багдадом, но и вообще в общеиракских делах будут поддерживать. И в то же время будут надеяться на то, что те проблемы, которые накопились в течение времени между Эрбилем и Багдадом, там тоже будут какие-то сдвиги. И надо отметить, что, в принципе, я так думаю, это мое мнение, что эта новая деятельность и успех, так сказать, нового правительства, это, так сказать, последний шанс для Ирака, для его единства, целостности и так далее. А так, если отвечать на вопрос, поставленный в самом начале, да, это сможет, не сможет, тут, наверное, только надо сказать, что поживем, увидим. Спасибо. У нас выбыл один из спикеров, он по служебной занятости вынужден был уйти, но мы продолжим. Значит, вывод из сказанного можно суммировать коротко. Надежд больше, чем оптимизма. Пожалуйста, у вас вопрос. Добрый день. У меня два вопроса. Один вопрос к российским экспертам, а второй вопрос к товарищу из Компартии Ирака. Жалко, конечно, что Григорий Валерьевич ушел. У меня к нему были тоже вопросы, потому что в его выступлении, также и в выступлении господ Мамедова и Набиева, прозвучали очень интересные оценки, и даже в словах Лукьянова даже были какие-то рекомендации. И поэтому вопрос такой. Какие рекомендации, какие оценки могли быть востребованы российским правительством при построении модели поведения России во взаимоотношениях с Ираком? Потому что на сегодняшний день, я как журналист, как наблюдатель, я вижу, что есть какой-то в основном корпоративный интерес. У Лукойла свои месторождения, у Газпромнефти в Курдистане разработки, у Ростехнологии по линии поставок вооружения в Ирак, да. А честно говоря, даже в беседах с российскими должностными лицами, кроме общих фраз, я ничего не слышу. На ваш взгляд, какие рекомендации вы бы донесли до российского руководства с тем, чтобы у России была четкая политика по отношению к Ираку? Потому что мы все понимаем, что Россия хочет, чтобы Ирак был независим, проводил самостоятельную политику, а мы знаем, что Иран, Америка и отчасти Саудовская Аравия влияют. Поэтому какие от вас будут рекомендации российскому правительству и какая должна быть российская политика по отношению к Ираку? И вопрос к товарищу Абу Анис, я по-арабски задам. Рафик Абу Анис, Вы, конечно, рассказывали о коалиции, которая привела к победе Сайруна и коммунистической партии. Но мы знаем, и вы об этом говорили, Сайрун, конечно, опирается на помощь и на поддержку народа, который поддерживал в том числе и люмпен, пролетарии, беднейшие слои. Как это произошло и как это движение смогло перехватить у вас инициативу и опираться на эти слои населения, как они смогли перетащить их в свою сторону, в то время как иракская компартия была известна именно народной поддержкой. Спасибо. Да, спасибо большое. Второй вопрос очень интересный, я тоже послушаю. Если говорить о неких рекомендациях, очень интересный формат для нас, и модели поведения. Ирак для России важен по нескольким причинам. Мне кажется, первая из них, она должна заключаться не только в business as usual, да, то есть когда мы исключительно видим выгоды из взаимодействия с Ираком. Мне кажется, в этом ничего плохого нет, это нужно поддерживать, это нужно, наоборот, продолжать развивать, и в этом плане для российских компаний должны создаваться условия в Ираке для работы там, как и для всех остальных.
в том числе и, наверное, где-то даже Ирак может быть заинтересован в российском рынке. Тут нужно посмотреть просто, как это должно работать. В принципе, странам есть что друг другу предложить, но в первую очередь, конечно, России есть что предложить Ираку. Ирак в этом плане очень неудобное государство. Даже во времена Саддама Хусейна так было, когда, значит, очень многие советские, так сказать, товарищи и друзья на Ближнем Востоке предпочитали за услуги Советского Союза и за некую поддержку и помощь не всегда платить. Вот кто-кто, а Ирак, да, как страна, как государство, всегда по своим, ну, можно сказать, как ланнистеры, да, по своим долгам всегда платили. В этом плане и в дальнейшем у нас работает там не только «Газпромнефть», не только «Лукойл», но и «Роснефть» теперь с позапрошлого года. Вот это вот очень много будет разговоров насчет того, какое будет будущее у этого российского гиганта в Ираке. Но понятно, что под все эти проекты будет закладываться какая-то определенная модель поведения в отношении Ирака как государства. И в этом плане, наверное, если бы нам можно было что-то предложить, мы бы хотели бы, наверное, ну, мне кажется, представляется целесообразным посмотреть на Ирак с точки зрения, значит, формирования некой новой структуры по безопасности в регионе в целом, которая бы в первую очередь охватывала бы еще и сирийскую тематику, потому что вот Россия присутствует в Сирии, для Сирии будет необходимо находить какие-то ресурсы для восстановления. Почему бы не посмотреть, где Ирак, Россия и Сирия могут быть полезны друг другу по разным направлениям. Здесь, мне кажется, очень много есть чего в экономике, очень много есть чего по энергетике можно сделать. Есть какие-то конкретные проекты, ну, по крайней мере, раньше были идеи строительства там, железной дороги, например, да, там, Басра, Багдад, там, не знаю, Дейр-эз-Зор, Дамаск, и дальше с выходом на Латакию, например. Или там Ну, то есть это крупные достаточно проекты, их нужно обсуждать. До тех пор, пока безопасность не обеспечена в этих районах, мы видим, что есть стремление у иракцев обеспечить безопасность на границах, есть стремление у сирийцев обеспечить безопасность. Я думаю, что пока что мы просто вот будем ждать того, как будет идти политический процесс в Сирии. Если в Сирии будет некая такая консолидация общества, которая позволит обеспечить безопасность на всей ее территории, значит, будет продвинут как-то политический процесс, то здесь возможна единая политика в отношении вот сирийско-иракской зоны, бывшей кризисной, нынешней, перспективно, в некой перспективе, относительно стабильной. В этом плане с Ираком есть огромное количество возможностей в сфере образования. Я говорю не только о военном образовании. Но если говорить о военном образовании, очень интересный был факт. На прошлой неделе буквально читал, как американцы, вот американские исследователи очень возмущались. Вот как так, что в иракской армии учат русский язык? Они вдруг увидели, что в иракской армии учат русский язык. По понятным причинам, да, иракская армия на 4,2 миллиарда долларов подписала контракт в 2012 году, он исполнился, там, с 2014 года исполнялся, да, в прошлом году были поставлены танки, да, Т-90, 72 единицы, Т-90, да, и продолжает поставки. То есть Ирак очень заинтересован в этом плане в российском вооружении, и иракский рынок для России очень важен. Это миллиарды долларов, это серьезно достаточно. Не все, еще один момент, не все то, что вы увидите в официальном торговом балансе между Ираком и Россией, является, ну как сказать, вот последней цифрой. Есть еще очень много того, что не учитывается. И вот это вот неучитываемое, скорее всего, гораздо больше, чем то, что есть вот официально. В этом плане, мне кажется, если бы мы думали о рекомендациях, была бы еще следующая рекомендация: использовать все возможности для взаимодействия с Ираком, пусть даже если это не возможности по официальным каналам. Мы все понимаем, о чем идет речь. И эти возможности используются, и они будут использоваться. И там дальше уже, я думаю, что, знаете, есть, собственно, мемо, да, есть рекомендации открытые, есть рекомендации закрытые. Рекомендации закрытые будут предполагать, видимо, какое-то взаимодействие именно с конкретными политическими, не только политическими силами, но которые имеют реальное влияние на земле. И вот это реальное влияние на земле, оно очень подчеркивает, поддерживает. Да, я, собственно, возвращаюсь к образованию. Да, то есть мы подготавливаем иракские военные кадры. Это здорово. Господин Богданов недавно, спецпредставитель России, замминистра иностранных дел, господин Богданов недавно заявил, что если вдруг у Ирака и у иракской элиты появляется возможность или желание присутствия российских военных, какой-то ограниченный, естественно, да, в Ираке для поддержки системы безопасности Ирака, для обеспечения их с точки зрения
значит, подготовки кадров, значит, технологической какой-то, может, поддержки, да, то Россия, в принципе, готова рассмотреть и дальше действовать в этом направлении. То есть, в целом, все возможности, они на руках, никто о них не забывает, о рекомендациях никто не забывает, идеи о том, как развивать наше взаимодействие есть. Более того, Ирак очень удобен с точки зрения того, что Ирак не находится под санкциями, как, например, Иран или Сирия. Да, Сирия находится под жесткими санкциями европейскими, американскими, там не всегда можно чего сделать. Иран находится теперь под жесткими американскими санкциями, и не только американскими, SWIFT уже отказался от переводов для Центрального банка Ирана. Это огромная проблема опять для того, как российские компании будут работать на этом рынке. Соответственно, Ирак является рынком перспективным. Есть много чего вот в сферах, там, не знаю, телекоммуникаций и так далее, строительства того же самого, где можно вот поучаствовать в восстановлении. Притом, если бы мы делали рекомендации, наверное, предлагали бы не участвовать в восстановлении официально через какие-то конференции масштабные. Зачем это нужно? Когда там все контролируют почти там, американцы или там, страны Персидского залива. Конечно, нужно держать руку на пульсе, конечно, нужно там присутствовать, но есть и другие пути, выходы, как присутствовать на иракском рынке, как продвигать свои интересы в этой стране. Значит, и последний момент, наверное, который я бы хотел обозначить, это те люди и кадры, которые работают на российско-иракском направлении, на продвижение наших отношений. И в Ираке, и в России серьезные специалисты и профессионалы в плане дипломаты. Что там работает Максим Максимов, который продвигает, ну, так или иначе, содействует, да, наш посол в Ираке содействует значит, продвижению по каждому вопросу российско-иракской повестки, что здесь у нас Хайдар Хади очень тоже человек, который приветствуется во всех так или иначе структурах, с ним очень плотно общаются и работают. То есть, и при том, насколько есть некое понимание из Твиттера Хайдара Хади, он очень активен в Твиттере. Российское посольство в Ираке очень активно в Твиттере, то есть мы можем просто наблюдать за этим. Оба дипломата и обе структуры очень хорошо представляют свои возможности и ограничения и стараются работать на благо отношений России и Ирака. В этом плане вот здесь очень много перспектив и очень здорово, что у нас есть такие кадры, которые продвигают наши отношения. И вот последний момент. Если бы мы предлагали какие-то рекомендации, возможно, на базе информационно-координационного центра в Багдаде, это структура, которая была создана для борьбы с исламским государством, была бы полезной возможность проработки некой будущей структуры по региональной безопасности. Вот эта структура, вот информационно-координационный центр в Багдаде, это Россия, Иран, Ирак, Сирия, ну и плюс там, возможно, какие-то элементы из Ливана. Вот, возможно, на этой структуре, на базе этой структуры мы могли бы подумать о том, как бы переформатировать систему безопасности в регионе. Да? Речь идет об институциональном взаимодействии, о новом институте безопасности. Спасибо. Спасибо. Но это долго работает. Долго. Да, пожалуйста. Нужно сказать, что история Ирака, начиная с момента, когда Саддам Хусейн получил власть в 1979 году и до конца 70-х или 80-х даже годах, в Ираке была развернута большая кампания по уничтожению Компартии в это время. И некоторые не иракцы даже не представляют себе вот этот кризис, который переживал Ирак в то время, то есть кризис фашистский, можно сравнить с Германией, с 1945 года, мы знаем, война закончилась. Любое явление, связанное с марксизмом, было распространено в Ираке после того, как, начиная с момента получения Саддамом Хусейном его власти и до его свержения. Никто не мог закрыть мечеть, например, но религиозная литература наличествовала. И другое, что помогло, может быть, рассвету или возрождению ислама, что именно Саддам Хусейн поднял как бы знамя так называемого
так называемой кампании по распространению веры. Но он в то же время закрывал все институты, которые могли способствовать развитию Билет. Например, страны. В Ираке нету такого явления, как бар. Но в 1978 году был такой даже анекдот. Между двумя барами в Ираке обязательно есть третий бар. То есть тогда была такое явление, как религиозность и религиозное рвение. Даже тогда была борьба и с шиитами, и с суннитами. И другое, что нужно отметить, и я хотел бы на этом остановиться, что вот движение Садри не Муктада Садр, это движение, оно историческое, и первый был Садр, и второй, и так далее. И, естественно, режим пытался репрессивными методами воздействовать на это движение. Но эти течения не могли молчать. Они выступали против. И тогда, когда один из лидеров надел на себя то деяние, которое обязательно надевают на покойников, и сказал: я продолжу свою борьбу. Я имею в виду, что те традиции, заложенные Садром, продолжались. Но здесь дело в том, что коммунистическая партия была вынуждена работать в подполье. Она находилась в ряде районов, вела свою деятельность, кроме курдских районов. Тысячи коммунистов действовали в подполье. И когда режим пал, стало ясно, что религиозные силы составляют большинство. Люди стали посещать религиозные места, отправлять культ. И нужно сказать, что вот это явление садра или садризм, если можно так сказать, это явление уходит корнями глубоко в историю. И поэтому здесь есть определенные традиции, оно сталкивалось с рядом проблем, выступало и боролось против властей. Много различных явлений и много различных движений затем возникло на базе движения Садра. Сейчас их поддерживает ряд членов парламента. Муктада Садр, нужно сказать, что его политическое движение трансформировалось из движения, которое боролось с оккупацией, превратилось в внутреннюю серьезную политическую силу. Конечно, были допущены ошибки определенные, но важно не это, а важно то, что наша коалиция с этим движением ставила целью выйти из принципа конфессиональной пропорции, в соответствии с которым было распределение раньше государственных постов. И вот именно усилия на этом поприще, в этом направлении дали свой результат. И, естественно, это отразилось на все ситуации, в том числе на ситуации в армии, ситуации в области безопасности. Когда Муктада Садр и гражданские силы, которые его поддерживают, у него есть большая опора и поддержка. Они в состоянии даже
блокировать так называемый зеленый район, зеленую зону. И нужно сказать, что само явление Садра, его блока, оно опирается на широкую народную поддержку. И когда они участвовали в протестах 2015 года, где, так сказать, основными участниками были коммунисты, они также хотели примкнуть к нам, и они ставили своей целью выдвижение лозунгов религиозных. Мы возражали против этого. Мы говорили, что, конечно, религия очень важна, но сейчас важно объединиться на почве лозунгов за социальные изменения. И религиозные лозунги не должны играть роль в этих протестах. Просто в этом не было необходимости. Так? Давайте мы еще дадим возможность задать вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Долгов, Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Прежде всего, я хотел поблагодарить уважаемых спикеров за очень интересный представленный анализ ситуации в Ираке. У меня вопрос к нашему гостю из Ирака, доктору Надави. Два вопроса, если позволите. Первый. Вот те проблемы, которые сейчас стоят перед Ираком, это и социально-экономические проблемы. Известно, что в Ираке достаточно сложная ситуация, вот даже с доступом к питьевой воде. Вот были протестные манифестации по поводу этого. Манифестации против коррупции, которая, увы, существует. И вот эти проблемы, то есть проблема вот эта социально-экономическая, проблема с курдской автономией, которая до сих пор, в общем-то, не до конца решена, проблема между суннитским населением и шиитской, собственно, властью. Вот, собственно, ведь известно, что игиловцы получили некоторую поддержку со стороны суннитского населения в результате вот этих вот конфликтов между властными структурами и суннитским населением, недовольным тем, что шииты, как по их мнению, доминировали во власти. Борис Васильевич, да. Давайте время экономить. Вопрос. Да. Вот этот первый вопрос. Каковы сейчас, на ваш взгляд, тенденции по разрешению этих проблем? Они усиливаются, эти проблемы. Может ли новое правительство их как-то решить? То есть тенденции, эти проблемы будут усиливаться или как-то сглаживаться в результате действий правительства? Это первый вопрос. И второй вопрос, более такой, может быть, касающийся того, что вы представитель коммунистической партии. Вот на ваш взгляд, идея коммунизма, как она сейчас может, так скажем, рассматриваться? Есть идея о том, что коммунизм ушел в прошлое навсегда, поскольку изменилась ситуация в обществе, в самом, так скажем, продвижении общества, нет больше рабочего класса. Но есть другие, которые говорят, что сейчас кризис в обществах практически во многих странах, в том числе и в развитых, исчезает средний класс, безработица, которая, в общем-то, будет усиливаться в результате роботизации, компьютеризации, цифровизации. Вот на ваш взгляд, какова будущность коммунистической идеи? Спасибо. У меня только к вам просьба. Очень коротко и пожелание. Может быть, второй вопрос обсудить в кулуарах, потому что он теоретический уже. Это коротко на него не ответишь, да? Давайте. Очень короткий. Действительно. Я на второй вопрос все-таки отвечу, а потом на первый. Второй вопрос. Есть ли будущее у коммунизма? И есть ли поддержка? Я могу вам сказать одну простую вещь. Несмотря на то, что нас мало министров, мало заместителей министров, вы не найдете ни одно исламское движение,
которая бы отвергала коммунистическую идею. Даже вот среди народных масс нас называют чистые руки, потому что мы свободны от всех тех явлений, против которых борются наши народные массы. То вы говорите, что в Ираке, например, нет рабочего класса или что есть проблемы с образованием. Действительно, есть определенные проблемы. Неграмотность распространяется. Но дело в том, что исламисты не хотят строить школы. Они хотят, чтобы люди были покорные, люди необразованные, люди невежественные, для того, чтобы прививать им свои идеи. Мы наоборот, мы не так классический коммунизм в его виде. Естественно, мы не порвали связи с прошлым, но мы учли свой опыт, мы пришли к новым выводам. Сейчас этап – это этап социальной справедливости. Но что касается представлений о будущем коммунизма и социализма, то преждевременно здесь некоторые выводы, что с этим покончен. Нет, мы продолжаем работать, продолжаем существовать, мы продолжаем бороться. Я не хотел бы затягивать ответ на этот вопрос, но нужно сказать, что большинство статей бюджета распределяется между теми, кто не имеет никакого отношения к труду, где люди труда, не производительные силы. И, естественно, мы выступаем за это. Действительно, на первый вопрос, одна из основных проблем, как можно осуществить программу Аль-Махди, если мы видим, что определенные есть ограничения, определенные условия и механизмы выполнения, эти механизмы вырабатывают те, кто как раз выступает против того, чтобы велась решительная борьба с кризисом. Но, тем не менее, у блока Сайрун и нашей коалиции, естественно, есть определенное будущее. Мы против квотирования конфессионального, против этого принципа, и мы вместе с другими оппозиционными силами, которые можно подразделить на оппозицию парламентскую и оппозицию уже на уровне народных масс. Вот именно исламисты боятся того, что народные массы примкнут к нам. Только. И не 3 вопроса, а 1. Один. Один. Второй там. Один вопрос, троих. Да, учитывая влияние Америки в Ираке, как вы можете представить себе дальнейшее улучшение отношений России с Ираком на ближайшее время, скажем, на 5 лет? И насколько Ирак сегодня независим практически, я имею в виду, насколько пользуется суверенитетом та иракское правительство, которое могло бы осуществить те задачи, которые поставлены перед собой, и насколько вот этот суверенитет повлияет на будущие взаимоотношения России с Ираком. Второй вопрос, наверное, Юрий Шамилевич ответит на этот вопрос. Ну, в этом смысле. Давайте с первым закончим. Давайте с первым закончим. Очень коротко он ответит, что предыдущий тоже отметили, что министром финансов тоже был Курт Хошер-Забари, когда нужно было его убрали. Есть гарантия, что Фуата Масума тоже таким же образом не уберут, и те проблемы останутся, какие они были. Спасибо. Кто будет отвечать? Да, только коротко, буквально, тезисно. Так коротко. Учитывая влияние США в Ираке, как мы видим взаимодействие России и Ирака. Ну вот нам очень много говорит то, что даже в то время, когда там только свергали Саддама Хусейна, после 2003 года российские компании вернули свои контракты в Ираке. Они продолжали работать. То есть, в принципе, договоренности, они всегда возможны, вне зависимости от того, насколько Ирак... Даже вот тогда Ирак напрямую находился под оккупацией. Да, вот сейчас это совсем другая история. Сейчас Ирак возвращает свой суверенитет. Ну, то есть, вот эта вот идея
иракскости, я бы так сказал, да, она гораздо мощнее. Сейчас немножко другие игроки приходят к власти. Проблема немножко в другом заключается, в том, что те новые политические силы, которые приходят, и те новые, я бы сказал так, люди, которые приходят на высшие эшелоны власти, они во многом получали образование где-нибудь вот в западных государствах. И вот с ними придется взаимодействовать по-разному. Но это все очень возможно, потому что вне зависимости от того, что они получали образование в Соединенных Штатах, или там в Британии, или в странах Европы, они могут найти общий язык с нашими политическими деятелями, с нашими людьми, которые отвечают за принятие политических решений. Тут в этом дело с самыми разными политическими силами. То есть у них, я же говорю, вот подход business as usual, он должен работать в любом случае. И в случае, если есть интересы, которые совпадают у иракской элиты и у российской элиты, я думаю, что они найдут возможность, как взаимодействовать, вне зависимости от того, какое там влияние США в Ираке. И на самом деле мы не то чтобы противоречим друг другу очень многих в каких сферах. То есть США где-то можно даже вместе работать. Тут не нужно уходить в полную, там, находить какую-то стену того, что вот с американцами мы не можем ничего делать. Можем. Нужно просто понять, как. Я думаю, что это даже более глобальный вопрос сейчас, проблемы в целом внешней политики и взаимодействия России и США по разным вопросам. Но мы не отказываемся друг от друга, поэтому нужно работать. Незачем строить какие-то стены. Понятно. Вот, спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Я быстренько, значит, вы сказали о Фуаде Масуме, это бывший президент, его уже увели. Это вы, наверное, имели в виду вот Фуада Хусейна. Ну, все возможно в нынешнем Ираке. Я думаю, что тут самое главное, чтобы Ирак и его власти нынешние наконец-то начали исполнять свою собственную конституцию. Вот в том случае, если будет реальный федерализм, вот товарищ спросил, какой совет можно от российских экспертов дать Ираку. Вот совет самый большой и самый, мне кажется, многозначительный, это исполняйте свою собственную конституцию. Да, пожалуйста. Если кто-то говорит, что нет влияния никакого сейчас в Ираке американского, нет. Я на самом деле считаю, что это близко к истине, что нет влияния. Ну, конечно, сейчас это влияние продолжается, ведь именно они свергали этот режим в начале 2000-х. Но что касается влияния на нынешнюю ситуацию, может ли Ирак сейчас не формально, а действительно вернуть свой суверенитет? Я думаю, что это очень долгий путь, это сложный путь, но сейчас шаги предпринимаются. Ирак до сих пор является ареной борьбы международных и региональных сил, борьбы с Соединенными Штатами Америки. Но могут ли США сейчас создать проамериканское правительство? Нет. Сейчас Аль-Махди, он ближе к Ирану. Нет, конечно, его нельзя назвать антиамериканским или проамериканским. Он либеральный политик, но его нельзя считать чьим-то человеком. Конечно, у нас много проблем и много переплетается интересов. Они так или иначе влияют и на принцип квотирования конфессионального и так далее. Есть один пример. Мы говорим, что Америка является основным игроком в Ираке. Нет. Нет. Большинство нефтяных компаний – это российские нефтяные компании. Нефть и газ – это самое главное, но остальное этим тоже надо заниматься. И нужно сказать, нельзя назвать США основным игроком, но очень важно, что независимость Ирака сейчас – это более важный фактор, и это насущная необходимость для нас, для того, чтобы действительно играть свою роль на мировой международной арене. Еще один маленький пример.
Что касается формирования иракского правительства, 2 человека находятся, Сулеймани и Макорни. Представитель Соединенных Штатов Америки. Они, может быть, и хотели бы создать такое проамериканское правительство, но это практически невозможно. Может быть, есть какие-то палки в колеса, которые вставляют эти люди, и поэтому мы не сформировали это правительство. Евгений Педанов, журнал «Международная жизнь». У меня вопрос к Юрию... Погромче, пожалуйста. Вопрос к Юрию Шамильевичу. Вы сказали, что это правительство – последний шанс для сохранения единства Ирака. Не могли бы вы пояснить, как, по вашему мнению, может развиваться ситуация, если вдруг не удастся сохранить единство? И на чем вот эта целостность держится сейчас? Спасибо. Ну, когда я говорю, что это последний шанс, это я привел небольшую историческую справку. Ну, я не говорю о том, допустим, что там 100 лет назад, как был создан Ирак, и вот Сирия, и как был... Вот сейчас мы как раз отмечаем столетие Первой мировой войны, и мы вспоминаем, да, как вот это все, вот эти процессы возникали. И ну, я с точки зрения курда, да, говорю, что вот во всех этих перипетиях пострадал как раз курдский народ, который, значит, к сожалению, не обрел своего национального очага, и он не по своей воле оказался вот в составе вот разделенным вот среди этих государств. И в течение всего вот этого времени, да, нахождения вот в Ираке, и курды, они были, ну, их убивали, резали, там, знамя Халабджу, вы помните, газом травили, деревни разрушали и так далее и тому подобное. И вот после того, как вот свергли режим Саддама, первые курды были в Багдаде, вот Джалал Талабани, Масуд Барзани, они фактически, они вот основатели вот нового Ирака. И я вам напомню, что в 2003 году именно курдские отряды Пешмерга обеспечивали безопасность в Багдаде. И курды надеялись, что вот в новом Ираке, федеральном, демократическом, они там обретут наконец-то свои естественные национальные права. Но, к сожалению, вот мы видим, что произошло там, и уже не газом, и, так сказать, значит, вот такими дикими способами, а вот бюджет перекрыли, да, там, значит, пешмерга они это делают, там спорные территории, там, и масса других вещей. Вот на сегодняшний день это общеизвестно, из там половины статей Иракской конституции они не реализованы. Вот это вот такая страна сейчас, вот Ирак, на сегодняшний день. И тем не менее, вот я в своем выступлении сказал, что тем не менее, да, и самое главное, вот исходя из всех вот этих факторов, в прошлом году, вы знаете, значит, курды вынуждены были провести референдум, чтобы, ну, выйти из состава, значит, Ирака. Это был абсолютно такой демократический шаг, и причем курдские лидеры, они объявляли, что они прямо на второй день не объявят о независимости, а начнутся переговоры между Эрбилем и Багдадом, как нам дальше жить, да, совместно, по-соседски, по-братски, по-дружески, как дальше жить. Но то, что произошло, это все произошло на наших глазах. Применили армию, тоже нарушили свою конституцию, и там, ну, знаете, полеты перекрыли. В общем, такую блокаду устроили людям, которые там 93% проголосовали на референдуме за независимость. И вот сейчас там вынудили, в том числе и соседние страны и так далее, надавили на... Вы знаете, что произошло на курдов, и вынудили их вот, существовать вот в рамках этого иракского государства. Сейчас
вот для курдов сейчас, да, очень важно, вот новое правительство Курдистана тоже формируется, очень важно, чтобы вот после всех этих бойкотов, военных там нападений и так далее, как-то урегулировать внутреннюю ситуацию, чтобы население наконец-то задышало после вот этих блокад и так далее и тому подобное. В этом отношении как раз вот интересы вот нынешние вот цели Курдского региона и вот нового премьер-министра, они совпадают, чтобы вот население как-то вот передышку дать, чтобы они вот вышли бы из этого, из этого кризиса экономического. Но если это продолжится, если не будут решаться вот те вопросы, которые я перечислил, да, это и спорные территории, и доля бюджета, и пешмерга, и нормальная федеративная система, да, не однобокая, что там шииты голосуют и принимают решения, а чтобы был бы совет провинции, конституционный орган, да, и так далее, закон о нефти и газе, и так далее. Если все эти вопросы будут решены, ну, куда тогда там, я думаю, никуда не захотят уйти. Но если не будут решаться, ну, то что остается? И тем более мы сами вот сегодня, коллеги, там столько проблем обозначили, да, там, и я не завидую вот новому премьер-министру, и я не знаю, он вообще справится вот с этим огромным грузом, который на него навалился. И поэтому я считаю, что это последний шанс, если вот в отношении Басры, в отношении Мосула, в отношении всех вот этих баланса сил внутри страны, там, между шиитами, суннитами, курдами, США, там, региональные державы, Иран, там, ну, экономика, коррупция, ну, все это перечислили, да, там, вот эти все проблемы. Если Все это уже говорилось, да. Да, если это не решится, то, конечно, это последний шанс для Ирака, а там дальше что будет? Ну, у курдов-то альтернатива есть, а так в остальной части я боюсь, что, в общем-то, ничего хорошего не жду от этого. Все, спасибо. Вы хотите что-то сказать? Да. Два слова. الحقيقة Действительно, Ирак сейчас, я могу сказать, мы не можем, наша страна не может распасться в ближайшем будущем. Сейчас курды, возможно, опираются на поддержку американцев. Часто это бывает. Последний референдум прошел. Последний референдум был проведен, возможно, при поддержке США. И в настоящее время, я говорю, мы не можем распасться на какие-то несколько государств. Но в то же время, естественно, курды имеют право на самоопределение в определенный момент. Но, тем не менее, мы понимаем важность укрепления демократического движения самого в Ираке. Один маленький пример, он вообще похож даже на шутку. Однажды шиитская делегация приехала в Эрбиль. И они заявили, что они поддерживают президента Ирака Фуада Хусейна. Когда начались выборы, шииты не стали поддерживать. Как бы они сделали назло тому, с кем они вступили вместе в одну коалицию. Вот в этом действительно есть определенная проблема. Мы не должны исходить из прошлого, когда мы определяем свою позицию сегодня. Понятно, что есть разные позиции, понятно, что есть разные интересы, но сейчас очень важно уделить большое внимание внутренним проблемам курдского народа, политическим и социальным проблемам. К сожалению, этому не уделяется внимания. Участие, позвольте от вашего имени поблагодарить выступающих. Тема у нас была огромная, необъятная. Мы ее попытались ужать, она расширялась, но все-таки надо заканчивать. Спасибо, всего доброго. شكرا لكم.